Можно? Да. Да, красивый девушка. Что, скажете что-нибудь? Видео? Шикасно. Ребята, всем привет. Сегодня буду это городской аккумулятор. Это один туда, второй А там не нужен был. Надо от ручки. А может, сначала Ники уже сейчас, да? Да, хватит. Да не, как положено. 4, зачем? Ну, один макелаж, второй журналистик, третий КНБ, пятый МВД. Телефон зачем то? Все для народа. 14 жоқ қой мұнда? Все для народа. Здравствуйте. Подожди, еще раз.
Приветствую казахстанцев. Сегодня вот мы, жители города, активисты города Уральска, подали подали уведомление на проведение митинга 11 числа 15 часов. Это связано с тем, что вот в Алмате подали гражданские активисты, тоже подали на это число, на это время тоже подали заявку на митинг. И вот мы тоже хотим поддержать их. Тема такая у нас. В общем, скоро будет у нас намечаются парламентские выборы, и мы должны участвовать в этом выборе. Допустим, у нас нету, по закону там много непоняток, потому что Назарбаев за свое время правления привел к тому, что должна выбираться только одна партия, Нур-Отан должна все время выбираться. Я, допустим, не хочу участвовать в этом Нур-Отане, потому что Нур-Отан является преступной организацией, потому что все взяточки, которые у нас ловятся на коррупции, все это нуротанцы. 90% это, можно прямо сказать, что это нуротанцы, там вот это у нас все коррупция, схемы, все от них идет. Вот. Остальные партии тоже у нас являются все пособниками этого режима, и не хочу в этих участвовать. Должны, во-первых, изменения в законе, потому что хотя бы должно быть вот это главный порог явки, нижний порог явки, потому что у нас все время 97% явки. А почему они не поставят явку, допустим, хотя бы 50%, потому что нет, 90% явки у нас никогда не должно быть и нигде не будет. Это фальсификация выборов, мы все должны это все хорошо понимать. Потом должна быть графа против всех. Я, как еще сказал, Нур-Отан и все приближенные к ним партии, которые все вот сидят на госпрограммах, за их деньги, за счет народа, они паразиты в нашем обществе. И это они хотят дальше избираться и так сидеть на теплых креслах, зарабатывать деньги при этом нелегальным путем, действуя там обход законов, для них все законов не написаны. И мы должны встать против вот этой, как сказать, должно быть, во-первых, хотим, чтобы был честный выборы. Это наше право, от закона право, никто нас от этого не должен отнимать. Даже мы тоже должны быть избираться, потому что они должны идти все по партийным спискам. У нас в Казахстане новую партию открыть даже невозможно. И вот поэтому все, хочу сказать, все должны прийти там. Подали мы заявку 1 числа, 15 минут, на площадь Мансур Маметовой, приглашаем жителей города Уральска. Уважаемые жители города Уральска, здравствуйте. А также, допустим, понимаете, у нас должно быть право выбора наше. То есть, допустим, право, мы должны быть на правовых отношениях, понимаете, справедливость должна быть. Понимаете? Без нее нам никуда не идти. Поэтому я считаю, мы подали заявку на мирный митинг. Никаких там с нашей стороны никаких экстремистских движений нет, мы только мирные, понимаете, люди. Мы также требуем, просим, чтобы было все не однопартийность, а многопартийность была, именно чтобы из народа, решение народа всегда какие-то решали социальные вопросы и так далее. Приходите все, кто считает нужным, как сказать, отстаивать свои права и так далее. Но, надеюсь, наши, так же, как Акимат к нам отнесется как сказать, со справедливостью и так далее. Должно быть, однозначно должно быть, я считаю, что справедливость в Казахстане прежде всего, и от этого все будет все остальное и так далее. Пускай наш Казахстан, республика наша, наш город процветает и так далее. Вот так. Заходите. Бүгін біз 11 қазанда митингіге не бердік, уведомление бердік, ескерту. 11 күні сағат 3-ке болады. Бізде мұнда басты мәселе тозға отырғанымыз, бұл сайлау жөніндегі заңға өзгеріс енгізу керек. Бір партиялық система бұл шаршатты адамды. Нұр-Отанға 90% қарсы халықтың. Сондықтан біз заңға өзгеріс енгізу керек. Сайлау өткізбей тұрып, сайлауға өзгеріс енгізу керек. Партиялық тізімде тек қана 0% ғана болу керек. Қалғаны жеке адамдар түсетін құқық болу керек. Оппозиция партияны тіркелу керек. Саяси партия жөніндегі заңнамаға өзгеріс енгізу керек. Бізде оппозиция реформа болмайды. Сондықтан бізге мынандай коронавирус деп алдап қалыпты, сол уақытта қабылданған парламенттің заң мәжілістің өзгерту енгізу керек. Бізге тұрақты өзгеріс керек. Сол үшін оппозициялық партиялар тіркеу керек. Қоғамдық ұйымдар тіркелу керек. Қанша қоғамдық ұйымдар мен партиялар тіркелмей жүр.
бәрін мойындау керек. Бізге керегі қандай қоғам керек? Бізге азаматтық қоғам керек. Азаматтық қоғамда бәрінің заңы алдында міндеті болу керек. Міндет ол оппозициялық партия тіркеу, оларды сайлауға жіберу. Егер де жібермесе, бұл деген үлкен қателік болады үкіметтің. Мен айтайын деген осы, митингге келіңіздер. Я теперь хочу добавить еще о том, что я вот здесь у нас, когда нам дали талончик, там какая-то была небольшая там, ошибка, я пошел, хотел исправить, да, и там уже вот перед вот этой сотрудницей, которая вот приняла наше заявление, рядом уже сидел сотрудник с МВД. Вот он уже переписывал ДВД, и он уже переписывал текст, что там, когда, чего, где происходит. То есть у нас это не акимат, перед акимат уже ДВД работает свою работу. Это я считаю, что КМБС работает. Вот это они работают против собственного народа. И уже я считаю, что они хотят применять какие-то меры, я не знаю. Но я надеюсь, что аким города, аким области согласно законам, всем нормам, которые Токаев обещает нам всему мировому сообществу, она должна просто не препятствовать, должна разрешать вот эти всякие мирные митинги, потому что без этого не пойдет. Мы все, как видим, уже в Татарстане какие события происходят из-за этих выборов. Чтобы это не было, вот мы хотим, чтобы как бы оппозиция, как активисты, мы должны вот народ сплотить и, в общем, сказать свое мнение по поводу этих выборов. Закон должен быть изменен однозначно, потому что этот закон переписан как промокаш, как это, черновик сделали для одного человека. И мы уже устали терпеть за 30 лет управления. Давайте дружно все встанем с диванов и уже пора действовать, ребята, хватит уже терпеть. Особенно я хотел обратиться к молодым людям. Почему нет молодых? Одни и те же, все старики, короче говоря. Бастар, конечно, қайдасыңдар, шығыңдар, давай, митингке келіңдер, тыңдаңдар, айтыңдар өздеріңізді. Біз де тыңдаймыз. Надо свои права отстаивать. Не надо спать. Надо выходить. Завтра уже поздно будет. Булама. Знаете, что хочу я сказать? Самое основное то, что это мирный митинг. Понимаете, мы мирные жители. Мы никто в кармане не носит ни ножей, ни топоров, ничего. Поэтому мирный митинг должен быть мирным. Понимаете, наши права, самое основное, наши права, то, что мы требуем, понимаете, мы требуем то, что было все по справедливости, по совести, в конце концов, и так далее. Понимаете, ничего лишнего мы не требуем, просим уведомления сейчас дали в данном случае на мирный митинг, понимаете, среди нас все, приходите, пожалуйста, люди все и так далее, то есть, допустим, говорите свои проблемы, свои, что у вас там накипело и так далее, ничего здесь такого нет, понимаете, просто мирное собрание, мы имеем на это право, я так считаю. Какие основные требования в заявлении по указу? У нас основное требование закон о выборах. Первый вопрос это, что все политические организации регистрировали перед выбором. Регистрировали. И допустили там не только по партийным спискам, и мажоритарной системе работали. По одному мандату работали. 50 на 50. Регистрировали, это переподы все убрали о политических партиях закон. 20 тысяч. Вообще ничего не надо. 500 человек оставить, и каждый привык по 100 человек. Ну, хватит. Регистрация партии, да? Да, это символически должен быть у нас. Хоть 50-60 партий будет, это хорошо для Казахстана. Да, это первый. Второй вопрос. В выборах постоянно нас обманывают. Нас избирательные комиссии не пускают. Везде нурултанцы. Нурултан захватил власть у нас. Все власти. Везде воруют. Все комиссии нурултанцы. Хватит нас обманывать. Все. Надо допустить оппозицию. Есть сильная оппозиция. У нас никакой реформы не будет. Поэтому нам нужно всех регистрировать, всех. Надо слушать их тоже. Нам надо развивать гражданское общество. Угу. Спасибо. Рахмет. Спасибо. Қашат қазір. Так, я давайте скажу. В общем, когда вот здесь была небольшая ошибка, я хотел исправить. Здесь уже
в течение уже 2-3 минут, здесь уже полицейский, и уже брал данные у данной сотрудницы, то есть снимите, потому что будет синхрониться. Если она хочет дать интервью, пусть даст. Потому что я считаю, она тоже имеет свое право на слово. И я считаю, что акимат у нас пока будет работать, ДВД работает. Это я считаю незаконные действия со стороны ДВД, потому что они наши права начинают действовать и ущемлять. И вот этот беспредел творится бесконечно уже. Мы уже поставить этому все заслон. И все должны работать в рамках закона. Мы должны действовать в рамках закона, и они тоже должны действовать в рамках закона. А то, видите ли, мы все должны им обязаны, они нас должны гнобить. Мы не должны больше встречать этот беспредел. Все понятно. Сіз айтасыз ба жаңағы милиция сізге нағып айтты, сізді сұрап отыр ғой, министрім ғой. Сіз айттыңыз, кісі тұр келіп тұр деп. Ол бетінде Сіз бердіңіз ба жаңағы данныйларды, көрсеттіңіз ба? Полиция қызметкеріне? Қандай себеппен сіз бересіз оны? Сіз құқыңыз бар ма осындай жариялауға? Вы можете подтвердить, что подходил полицейский и Переписывал данные. Да. Все, тему, поскольку больше спрашивали, я просто слыхал своими ушами. Это кто? Который был полицейский? Здесь? Нету. Уже нету, да? Уже нету. Сіздің аты-жөніңіз кім болады, апай? Вот игнор. игнорирует, молчит и все. Вот так у нас Некомпетентные сотрудники. даже не могут ответить на Вы должны давать наши данные. Кез келген полицейский келіп сонда сізден сұраса, біз бәрін бере бересіз ба? Айттым ғой қашат деп. Вот я хочу сказать, Арам тамақ. вот такие работники должны быть уволены, и у них вот этот стаж работы должны быть как аннулированы. И вот эти года, вот, считайте, что они работают против народа, их надо написать, и чтобы они потом пенсии получали по минимальному. Они работают на КСБ и полиции. Жауапқа тартамыз все равно. Уақыт келеді, билікке келеміз, каждого будем подтягивать. Вообще, блин. Ряд жоқ вообще.